Смотрите в программе. Якутия получила более 100 жилищных сертификатов на расселение закрытых поселков. Спасатели проводят рейды на воде и предупреждают, что неокрепший лед часто приводит к трагическим последствиям. Этническая коллекция «Амазонки Якутии» вошла в программу финального показа недели моды наравне с представителями модного дома Пьера Кардена. Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. 112 жилищных сертификатов получит Якутия для расселения закрытых ранее поселков. Их сумма превышает 288 миллионов рублей. Большая доля жилищных сертификатов предназначена для жителей закрывшегося еще в 1997 году поселка Лозо Верхоянского района. Он был образован во время разработки месторождения золота, выполнял функцию горнодобывающего центра. После прекращения добычи природных ископаемых поселок был заброшен, а после закрыт. Тогда некоторые жители не смогли реализовать свое право на получение жилищной субсидии в связи с ликвидацией поселка. Основная причина – это отсутствие подтверждающих документов по регистрационному учету граждан. Тем не менее, в 2010 году решением Верхоянского районного суда 95 семей ликвидированного поселка были включены в список граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий. В Якутии ликвидировали 11-километровый гравийно-щебеночный разрыв на трассе Лена. Работы выполнены на участках с 506 по 513 и с 513 по 517 километры в Алданском районе. Специалисты произвели укладку трехслойного асфальтобетонного покрытия. Сейчас двухполосная проезжая часть полностью соответствует параметрам третьей технической категории. На объекте заменили 13 водопропускных труб. Для организации водоотвода с проезжей части и откосов насыпи были устроены прикромочные лотки и водосбросы по откосной части земляного полотна. Спасатели Якутии проводят рейды на водных объектах в связи с следообразованием на водоемах. Как говорят специалисты, первый лед до наступления устойчивых морозов непрочен и обманчив. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдержать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь, становится пористым и очень слабым. Также одна из самых частых причин трагедий на водоемах, говорят специалисты, это алкогольное опьянение. Люди в подобном состоянии неадекватно реагируют на опасность и в случае нештатной ситуации становятся беспомощными. Также спасатели обратили внимание и на то, что родители должны быть особенно бдительны. Нельзя допускать пребывание и игры детей на неокрепшем льде. Не отпускать их к водоемам без сопровождения взрослых. Тем временем Ленаводсервис продолжает осуществлять пассажирские перевозки по маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск. Как сейчас обстоят дела на переправе? Артур Старостян. Стану туда, уезжай! Сроки закрытия движения водных такси точно неизвестны. Маломерные суда продолжают курсировать по маршруту Нижний Бестях-Якутск. Как говорят мотористы, погода позволяет выполнять рейсы. Шугоход на реке Лена пока не наблюдается. А на берегу снежный покров, гололед. Самое нехорошее время для пассажиров. Ну, неудобно то, что подъемы, да, неудобно, скользко. Первый причал в Нижнем Бестяхе находится под горой, и поэтому в этот период времени подниматься и спускаться с тяжелыми багажами и маленькими детьми особенно сложно. Береговой работник Владимир Воронин здесь работает уже много лет. Он помогает транзитам сесть в моторную лодку, встречает и провожает, сооружает своей кувалдой искусственную лестницу. Вот лестница примерно выглядит вот так вот. Там люди не говорят скользко? Вот Говорят, а что делать-то? Где что мы делаем, зачищаем, каждое утро приходим, чистим, убираем. С природой не поспоришь, ничего не берет, вот кувалды здесь лупишь, вот эти вот ступеньки выбиваешься. Когда закрывают въезд на основную стоянку, для легковых машин становится еще труднее спускаться вниз. А шлагбаум ставят, когда большегрузы начинают возить с этого места песок для отсыпки скользких дорог. КамАЗы просто работают, грузят этот погрузчик, песок грузит. И надолго это закрывается? Как, освобождает до вечера.
На данный момент перевозку осуществляет 20 катеров «Волжанки». Цена на проезд не изменилась – 500 рублей. Масочный режим соблюдается. Без масок не садят в такси. Артур Старостин, Мигино-Кангаласский район. Российский препарат от COVID-19 Арипливир перестали продавать за рубеж. Поставка остановлена из-за высокого спроса в России. Об этом рассказал директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. По его словам, компания остановила поставки за рубеж сейчас, потому что не хватает продукта для внутреннего рынка. Уже поставили в страны Средней Азии, но это были разовые поставки, там нет регулярных отгрузок. Нехватку машин скорой помощи в Иркутске помогли решить добровольцы. Все желающие водители города приняли участие в волонтерской акции помощи работникам медицинских учреждений, доставляя их по адресам вызовов к пациентам. Анна Васильева с подробностями. Начиналось все с одной машины. На следующий день их было уже 5. А сейчас на маршруты по Иркутску выезжает до 27 автомобилей. При этом никакой самодеятельности. Каждый вызов согласован с Министерством здравоохранения области. Ежедневно, 24 часа в сутки практически мы на связи с Министерством здравоохранения Иркутской области. И совместно с ними определяем наиболее проблемные места, где есть наибольшая потребность в автомобилях. И именно туда мы отправляем наших волонтеров. Система налаживается на глазах. Водители работают в удобное для них время, а заканчивая смену, передают коллегам списки адресов. У меня есть список адресов, то есть я получил от коллеги список, по которому он ездил. Здесь еще адреса, по которым нужно проехать. И я просматриваю по карте ближайшие адреса и отрабатываю маршрут, по которому мы потом поедем. Такую инициативу иркутян в первую очередь оценили медики. Ведь благодаря помощи добровольцев врач теперь может обслужить порядка 15-20 вызовов за день. У нас в день может доходить до 100 вызовов. Плюс мы наблюдаем активно и нуждающихся в ухудшении пациентов с ковидом, с пневмониями. Это тоже может доходить до 60 человек в день. И врач обслуживает с помощью дополнительных автомобилей 15-20 вызовов он берет на себя. То есть это много, это большое количество. В первую очередь водители развозят медиков к пациентам для сбора первичных и повторных анализов. Мы возим врачей, чтобы они взяли эти анализы. Это как бы относительно и безопасно, да, то есть мы не контактируем с больными, и врач полностью находится в СИЗО. У нас есть СИЗы, которые мы можем одевать, если считаем, что мы не болели и не имеет, у нас нет иммунитета к этому заболеванию, тогда обязательно СИЗы, конечно. Самое главное здесь безопасность. И врач и водитель соблюдают все меры предосторожности, совершая поездки. А медицинские учреждения области обеспечивают водителей необходимыми средствами индивидуальной защиты. Анна Васильева, Айтал Колесов, Иркутск. Непривычно долго для жителя Эмиконского района. В этом году держатся теплые дни. После дождя на покров в день распустилась верба, а снег лег только в горах. Специалисты объясняют это выносом тепла с континентальной части России. Сейчас уже этот теплый воздух заместил холод, и поэтому на следующей неделе мы ожидаем похолодания до минус 20, минус 22 градусов в ночное время. Ну и дневные температуры тоже будут не намного теплее, около минус 18 и минус 15 градусов. По осадкам, что можно сказать? У нас ожидаются осадки во второй половине недели, но они будут не обильные, поэтому снежный покров будет не очень большой. Говоря о погоде на сегодня и завтра, то согласно данным сайта Гисметео, на юге Якутии будет похолодание. Температура ночью будет опускаться до минус 17, минус 20 градусов, а днем воздух прогреется практически до 0. Исключение Алдан. Там ночью не ниже 13 градусов, ветер на всей южной территории не более 4-5 метров в секунду в порывах. На западе региона завтра ветер до 10 метров в секунду. Днем осадки в виде снега и температура плюсовая 1-3 градуса. Ночью не ниже минус 9, минус 10 градусов. В центральной части и, в частности, в столице региона сильное похолодание ночью, вплоть до минус 20 по Цельсию. Днем облачно, возможны осадки. Воздух прогреется до минус 6 градусов. Завтра днем ветер не более 4 метров в секунду.
Она всегда на высоте, а он знает подход к металлу. Она крановщица, он сварщик. Аллу и Дмитрия Шлыгиных, сотрудников Ленского речного порта, на родном предприятии знают многие. Семейных династий здесь большая редкость. У Дмитрия стаж больше. Это он привел супругу в порт 14 лет назад. Так и работают до сих пор вместе. Но каждый на своем важном деле. Олеся Васева продолжит тему. Настоящая зарядка по утрам и вечерам. Чтобы добраться до рабочего места, Алла Шлыгина преодолевает 13 метров металлических лестничных пролетов. На такой высоте находится кабина портального крана. Прежде чем сесть за управление, обязательно осматривает машинное отделение. Здесь, как в автомобиле, перед работой нужно заглянуть под капот. Все должно быть в порядке. И с техникой, и с настроением. Высоты я не боюсь. Посмотрите, какая красота вокруг. Теперь можно и за руль, вернее, за рычаг управления. Заходя в кабину крана, машинист уже знает, какая работа предстоит. Получил разнарядку, согласовался с тропольщиком, на какой площадке работать и какие грузозахватные приспособления использовать. У Аллы Шлыгиной это 14-я навигация. Каждая из них от 180 до 200 рабочих часов. Скучать некогда. Это интересно. Различный род груза. Это обычно это цемент, контейнера, как бы это простой груз. А вот когда приходит техника или какой-то такой негабаритный, это интересно. Постоянно как бы повышаешь свои навыки. В речной порт Аллу Шлыгину привел супруг. Оценил, как лихо она управляется с автомобилем. И подумал, с краном тоже справится. Сам он работает в порту с металлом. Опытный газоэлектросварщик в профессии 25 лет. В навигацию сварщиков работы немного. Мелкий ремонт. Настоящие объемы начнутся зимой. После выморозки судов в затоне речного порта работа Дмитрия перейдет в категорию экстремальной. Сварочные работы на корпусах плавсредств ведутся на улице, вырубленных во льду майнах, в любой мороз. Бывало так, что майна лопнет, уже весна. Вот у нас там, ну и, допустим, эхолот ставили. Ну, майна просто сама по себе лопается, как бы это от нас не зависит это. Лопнула, и вот, а у нас еще эхолот не поставлен. Ну вот там справлялись. Бывало по колено в воде. Ничего, все успевали, все решали. В последний момент и все спасали. Дмитрий с гордостью отмечает, они с супругой часть большой династии. Здесь в порту работает еще брат и его семья. Поэтому о смене места работы никто не думает. Прикипели по-семейному. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». В 6-м сезоне недели моды Aspara Fashion Week приняли участие 100 дизайнеров из 40 стран мира. Этническая коллекция амазонки Якутии, художника-модельера, историка народного костюма Лидии Будищевой вошла в программу финального показа наравне с представителями модного дома Пьера Кардена. Специально для конкурса был снят ролик с участием моделей студии Dream Models в Якутске. Коллекция амазонки Якутии раскрывает образ современных амазонок. Уникальность работ в том, что автор создает эскизы и шьет каждое свое творение без посторонней помощи. Вручную расшивает бисером и мехом богатые узоры. Лидия Будищева – автор 6 модных коллекций, 3-кратный победитель международного конкурса высокой моды национального костюма «Этноэрато». Модельер руководит также театром мод Республиканской коррекционной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями по зрению и слуху. Коллекция прошлогодняя, я ее специально подготовила для своей юбилейной выставки. Коллекция эта в этническом стиле, с ручной бисерной вышивкой, где сплетается современный дизайн с этническим колоритом. От участия в показе мод я воплотилась энергией, красоты и грации. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить за онлайн-голосование. У моей коллекции больше всех просмотров и лайков. Коллекция была представлена в 4-й день наравне с дизайнерами из стран Америки, Африки, арабских стран и Европы. Коллекция заняла достойное место в программе Aspara Fashion Week. Коллекцию амазонки Якутии можно отличить сразу, потому что она выполнена в стиле неофольклор. Свежий, современный взгляд на традиционный якутский костюм. Думаю, Лидия Будищева смогла показать миру не только якутский костюм, но и традиции и культуру якутского народа. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.